В Симферополе подконтрольный России райсуд продлил срок содержания под стражей до 5 мая заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу по делу 26 февраля. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Чийгоза, как главного обвиняемого, могут осудить на 10 лет лишения свободы. Пострадавшие – представители так называемой крымской самообороны. Следователь просил продлить на срок до 22 мая, в то время как само следствие на текущий момент продлено только до 5 мая. То есть следователь фактически пытался выйти за рамки своих полномочий, требуя продления срока содержания под стражей свыше срока следствия. Это абсолютно недопустимо. В итоге судья была вынуждена все-таки лишь частично удовлетворить ходатайство следствия. Она продлила срок содержания под стражей до 5 мая включительно. По всей видимости, на следующей неделе состоится еще одно судебное заседание, которым срок содержания под стражей будет уже продлеваться на более длительный срок, после того, как следствие само продлит срок следствия. Есть проблема для следователей в том, что не сам следователь продлевает срок следствия, поскольку дело уже длится свыше 12 месяцев, подписывать данное постановление должен заместитель председателя Следственного комитета. И я думаю, что вот эта неувязка у следствия возникла как раз из-за коммуникации с Москвой. В этот раз судья указала, что одним из оснований, по которому Чийгоз должен оставаться под стражей, это является то, что он общается с Чубаровым, общается с Джемилевым, и они ведут активную антироссийскую деятельность, находясь на территории Украины. Вот. Конечно, аргумент убийственный абсолютно. По всей видимости, в Москве принято решение не выпускать Чийгоза, держать его под стражей. По всей видимости, до конца суда он так и будет находиться в следственном изоляторе.